Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В студии работает Александр Лысак. Итак, в правительстве Якутии назначен новый председатель. 26 июня руководитель региона Айсен Николаев подписал указ, которым назначил на пост премьер-министра Владимира Солодова. Последние 3 года он занимал должность заместителя полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке, курировал вопросы социально-экономической политики. Итак, на чем новый премьер-министр Якутии акцентирует внимание в первую очередь? Об этом спросим у самого Владимира Солодова. Он гость программы «Актуальное интервью». Владимир Викторович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Вы давно курируете Якутию, так что не надо долго входить в курс дела, в проблемы, в определенные ситуации. Какие первоочередные задачи, на ваш взгляд, нужно решить в регионе? Доброе утро, уважаемые телезрители. Александр. Действительно, у меня это первая неделя, 3-й рабочий день сегодня начинается, но задачи, которые стоят перед правительством и передо мной лично, предельно ясны. У нас сейчас 2 первоочередные задачи. Первая из них связана с ликвидацией последствий паводка, который у нас начался весной и не окончился до сих пор. И здесь нам нужно в кратчайшие сроки обеспечить то, чтобы полностью было восстановлены все разрушенные объекты, и права граждан были неукоснительно соблюдены. Вторая задача касается бюджета, выравнивания сбалансированности бюджета и ликвидации этого дефицита, который сложился. При этом, наряду с этими первоочередными задачами, безусловно, большое внимание будет уделяться и стратегии, потому что необходима перезагрузка системы управления, повышение эффективности работы и разработка нового плана действий, который позволил бы более полно раскрыть потенциал Якутии экономики и обеспечить рост качества жизни граждан. Вот на данный момент дефицит госбюджета республики составляет около 15 миллиардов рублей. Огромная цифра. Как будет решаться этот вопрос? Тем более вы как раз сказали, что это одна из первоочередных задач. Ну, совершенно верно. В настоящее время бюджет достаточно разбалансирован, и можно сказать, что дефицит крайне велик. Мы плотно работаем над этой задачей всем правительством. Одно из направлений – это неукоснительная работа по обеспечению доходной части бюджета. Я могу сказать, что несмотря на риски, которые есть, бюджет будет сформирован, доходная часть его, и мы выйдем на те показатели, которые были заложены. Тем не менее, это требует внимательной работы со всеми налогоплательщиками и отслеживания рисков, которые могут возникать, связанных с внешними факторами. Одновременно, конечно, будет проводиться работа по повышению эффективности расходов, по перераспределению имеющихся средств на приоритетные направления, которые касаются жизнеобеспечения граждан, обеспечения как раз последствий паводка, устранения их и обеспечения повышения заработной платы и прямых поручений президента Российской Федерации. Наряду с этим большая работа проводится по изысканию новых источников дохода. Я знаю, что Айсен Сергеевич Николаев большую работу проводит с руководством компании «Алроса» и с Минфином России. И я могу заверить вас, что к осени мы выйдем на сбалансированный бюджет, и те источники необходимые, которые нам нужны для приведения бюджета к сбалансированному состоянию, будут найдены. При этом я хочу отметить, что параллельно мы будем проводить работу по повышению эффективности тех расходов, которые осуществляются. Я уже обратил внимание, что к слову оптимизация в республике относится неоднозначно, понимая под ним прямое сокращение численности государственных служащих или прямое урезание расходов. Так вот, я против такого понимания этого термина. Оптимизация – это получение оптимального результата на основе имеющихся ресурсов. Именно этого принципа мы будем придерживаться, когда будем формировать следующий бюджет и сосредотачиваться на тех мероприятиях, на тех объектах, которые дают максимальный эффект с точки зрения качества жизни граждан, с точки зрения роста экономики. То есть, правильно понимаю, в тотальную экономию мы уходить не будем, дополнительные дырки на ремне пробивать тоже не будем? Мы будем уходить в тотальную эффективность. Каждый рубль бюджета, который будет тратиться, будет четко привязан к эффекту, который он дает. И это будет принципом, из которого мы будем исходить. Якутия в этом году очень сильно пострадала от весеннего паводка. Был объявлен даже режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Какой общий объем ущерба и сколько денег будет все-таки привлекаться из федерального бюджета? Потому что называлась цифра более миллиарда рублей.
Ну, вы правы, что паводок этого года носит крайне большой характер, крайне сильный характер. Многие годы не было такого чрезвычайного происшествия на территории республики. Более 5000 человек пострадало в общей сложности, и точный ущерб сейчас еще подсчитывается. Но я могу сказать, что благодаря слаженным действиям органов исполнительной власти республики совместно с МЧС России в кратчайшие сроки были налажены системы обеспечения, транспортная доступность, энергетика, теплоснабжение, энергоснабжение. И сейчас как раз мы работаем над тем, чтобы уточнить и обосновать ущерб, который был нанесен. И сразу после введения режима чрезвычайной ситуации решением Айсена Сергеевича Николаева был создан резервный фонд республики в размере 257 миллионов рублей. Из них более 160 уже пошло на выплаты граждан в связи с выплатой единовременной компенсации в связи с утратой частичной или полной имущества, а также восстановление объектов жизнеобеспечения. Одновременно вы справедливо отметили, что ЧС признана ЧСом федерального уровня. Это означает, что федеральный центр вовсю вовлечен в ликвидацию последствий. Точный ущерб, повторю, уточняется. В настоящее время мы направили заявку на финансирование более 800 миллионов рублей в Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. В ближайшие дни руководство министерства в лице заместителя руководителя ведомства будет работать на территории республики, и окончательные решения будут приняты. Напомню, что на днях Владимир Владимирович Путин лично дал поручение неукоснительно обеспечить выплаты пострадавшим от паводка из федерального бюджета, поэтому, безусловно, мы полностью, весь ущерб будет подсчитан, направлен в федеральное ведомство, и каждый пострадавший житель получит ту компенсацию, на которую он имеет право. Вы ранее ознакомились с легализацией мамонтового бизнеса в республике. Каким образом это все-таки будет происходить? Потому что добытчики мамонтовой кости, они, как правило, находятся в тени, такие вот черные копатели. Ну, я начну несколько со стороны, что в целом я очень рад, и для меня большая честь приступить к работе в Республике Саха-Якутия. Это особый регион, и целый ряд направлений экономики носят не просто такой экономический характер, они носят важный символический и традиционный характер. И мамонтовая фауна, работа с бивнями мамонтов относится, несомненно, к таким особым отраслям экономики и народного творчества. Действительно, в настоящий момент Республика Саха-Якутия, здесь у нас добывается более 80% мировых запасов, находится более 80% мировых запасов мамонта, практически мы монополисты на этом рынке, а спрос на мамонтовую кость в мире резко возрастает в связи с запретом на использование слоновой кости. Однако на сегодняшний день бюджет республики не получает практически никаких выплат от добычи и использования данного ценнейшего природного ресурса. Одновременно не существует правовой базы, которая регулировала бы добычу мамонтовых бивней, а это означает, что нет никаких требований к деятельности по сбору бивней, и никакой ответственности не наступает при нарушении условий добычи. Ну и также мы можем отметить агрессивную политику, которую проводят иностранные скупщики в последние годы. Все это нас сподвигает к тому, чтобы внимательно заниматься этой темой. Я действительно практически год уже веду ее с позиции полномочного представительства президента. И сейчас мы будем действовать по двум направлениям взаимосвязанным. Во-первых, совместно с депутатами, с Галиной Иннокентьевной Данчиковой, с Николаем Николаевым, председателем профильного комитета, инициирован уже законопроект, который введет нормативно-правовые основы этого бизнеса и введет некие ограничения. Последовательно мы будем стимулировать переработку мамонтовой кости на территории республики, и мы надеемся, что косторезный кластер возникнет у нас здесь в республике, мы больше денег будем получать. Но одновременно с этим мы уже в этом году, не дожидаясь принятия закона, запустим торговую площадку, которая позволит нам получить объективную оценку стоимости бивней, а также начать легализацию этого рынка. В ближайшие дни, я думаю, что о такой площадке мы уже объявим, и в этом году первые торги состоятся. Вот в Якутии множество инвестпроектов. Какие из них вы видите в качестве приоритетных, которые необходимо уже сейчас реализовать, запускать? И что с проектом
моста через Лену? Ну, вы правы, что инвестиционных проектов много, и, с одной стороны, каждый проект хорош, и нельзя сказать, что какой-то инвестиционный проект не нужно поддерживать. Любые деньги, которые приходят на территорию республики, любое предприятие, которое открывается, мы будем всячески приветствовать и помогать ему развиваться. В то же время действительно можно выделить приоритетные проекты с точки зрения эффекта для экономики. Я бы здесь обратил внимание на ряд проектов, связанных с недропользованием и ресурсопереработкой, расположенных в северо-восточной части республики. Планируется создание территории опережающего развития. Мы будем этот вопрос завтра обсуждать с министром по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Александром Александровичем Козловым. В общей сложности в этот регион планируется привлечь 27 миллиардов частных средств и создать более 1700 рабочих мест. Для того, чтобы проекты стартовали быстрее, будет создан режим территории опережающего развития, который дает налоговые льготы и иные преференции. Но инвестиции нельзя оценивать только по количеству, нужно также принимать во внимание качество инвестиций. Тот мультипликативный эффект, который возникает в результате создания рабочего места. И здесь он впрямую связан с уровнем передела и с высокотехнологичностью тех процессов, которые реализуются. Поэтому большое внимание помимо недропользования мы будем уделять несырьевым отраслям экономики. В целом это один из приоритетов стратегии, который будет реализовываться в ближайшие годы. И если говорить про конкретные проекты, в качестве примера я мог бы привести, например, Жатайскую судоверфь, где планируется создание современного судостроительного комплекса для обеспечения речным флотом. Ну и, конечно, я не могу не отметить новые технологии, индустрию информационных технологий, которая достаточно хорошо развита в республике. И республика является одним из лидеров по Дальнему Востоку и в целом по России. И эти проекты, эти инвестиции, несмотря на достаточно скромные масштабы сравнительно с недропользователями или с промышленными предприятиями, создают новое качество экономического роста, создают новую среду, и они привлекают людей нового поколения и новых взглядов, чтобы они оставались на территории республики или приезжали со всей России. И, конечно, развитие IT-кластера, развитие технопарка, который уже существует, и создание условий для того, чтобы IT-компании, компании высокотехнологичного сектора, стартапы активно развивались у нас здесь, в Якутии, будет также одним из приоритетов. И все-таки что с мостом? Мост будет. Мы сейчас плотно работаем над этой темой. Вы знаете, что проект обсуждается давно, но сейчас как раз тот момент, когда от обсуждения нужно переходить к решительным действиям. Единственное, что хочется подчеркнуть, что мы сейчас заканчиваем разработку моделей с расчетами, которые показывают эффект, который мост даст для экономики Якутии и экономики Российской Федерации в целом. Вы знаете, что в 204-м указе президента, так называемом майском указе, который вышел 7 мая 2018 года, одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров и обеспечение связанности страны. Так вот, как раз мост через реку Лена является одним из ключевых проектов в этой сфере, и это дает нам основание полагать, что мы сможем включить его в федеральные программы. Напомню, что строительство этого моста имеет значение системное для обеспечения связанности территории Российской Федерации в целом, ну и, конечно, для обеспечения круглогодичного завоза грузов по территории республики Саха-Якутия. И он также даст новый импульс к развитию Якутска как ключевой агломерации, как ключевого города республики. Владимир Викторович, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Я напомню, что гостем актуального интервью был Владимир Солодов, исполняющий обязанности председателя правительства Якутии.